Саламатсыздар, ардақты меймандар. Чыңгыз Айтматов атындағы Рух Орда мәдени борборына қош келдіңіздер. Здравствуйте, добро пожаловать в культурный центр Рух Орда имени Чингиза Айтматова. Меня зовут Асема, с удовольствием буду вашим гидом экскурсоводом. Спасибо, пожалуйста, рассказывайте. Наш культурный центр Рух Орда открыл свои двери в 2007 году, а с 2008 года стал носить имя Чингиза Айтматова. Рух Орда переводится как Рух, Дух, Орда центр, духовный центр. Духовный центр он неспроста. Тут вы можете увидеть все мировые религии. У каждой из религий есть свои часовни. Все часовни не носят какого-либо религиозного характера, поэтому в них может заходить абсолютно любой желающий. Католик var mı? Католик. Nasıl kim? Будда есть, да? Будда. Тут представлены все 4 мировые религии, но вы могли заметить то, что часовен 5. В действительности тут представлены все 4 мировые религии, но конфессий 5. А именно у христианства 2 часовни. Ведь в 1054 году церковь с разделения Рима также разделилась на православие и на католицизм. Католицизм также тоже на протестанство. У каждой скульптуры есть своя философия. Давайте разберем некоторые из скульптур. Эта скульптура называется «Раскаяние» из произведения Чингиза Айтматова «Легенда о птице Дюнабай» или же «Манкурт». В самом произведении рассказывается история о парне, которого звали Джоломан. И его взяли в плен и сделали из его раба следующим образом. Его полностью побрили на лысо и из верблюжьей шкуры ему сделали шапочку. Поскольку он был рабом, он выполнял черную работу, он постоянно находился под солнцем. И со временем эта шапочка настолько впиталась в его голову, что его волосы начали прорастать вовнутрь. Тем самым повредили его нервную систему, и он стал психически нестабильным. В конечном итоге он забыл о том, что он является человеком, и, подобно животному, исполнял все приказы своего хозяина. Ему дали кличку Манкурт, что является кличкой животного. К нему приходит его мать и говорит ему: «Я твоя мать, твой отец Дюнембай, ты из племени Сарбагыш, вспомни». Но он никак не может вспомнить и по приказу своего хозяина убивает свою собственную мать. Позже, по легенде, мать обернулась в птицу, ее назвали птица Дюнембай, предвестник беды. И хоть ее собственный сын убил ее, она, превратившись в птицу, продолжала его опекать. Она постоянно летала вокруг него, что поделаешь, материнский инстинкт. Своим этим произведением Чингиз Айтматов хотел предупредить весь кыргызский народ, все человечество, чем может обернуться беспамятство, то есть рабство. Thank you.